Очень важный день для абхазской медицины. Впервые в истории отечественного здравоохранения в Республиканском сосудистом центре провели первую операцию. Это начало полноценной работы сосудистого центра. Операцию проводили абхазские врачи вместе с российскими коллегами. Длилась более 2 часов и прошла успешно. Врачи сохранили ногу пациенту. Операция проводилась на специализированном медицинском аппарате ангиографе, которая была приобретена благодаря помощи Российской Федерации. Республиканский сосудистый центр сегодня открыл свои двери для пациентов. Была первая операция. Операция прошла успешно. Это результат многолетней работы. Это большой шаг в совершенствовании системы оказания помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов. То оборудование, которое установлено на данный момент, оно позволяет осуществлять широкий спектр лечебных и диагностических вмешательств. И я хочу сказать, что коллектив центра, он подготовлен полностью для дальнейшей работы, для принятия новых пациентов. И очень радует то, что данный вид помощи высокотехнологичный, он будет сейчас приближен к жителям республики. Президент Бадра Гунба посетил республиканскую больницу, чтобы ознакомиться с началом работы отделения. Строительство и оснащение оборудованием столь важного для страны отделения проходило под личным контролем президента. Глава государства неоднократно посещал строительную площадку нового корпуса, наблюдая за ходом работ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба доложил президенту о ходе операции. Бадр Зуравович, хочу доложить. Сейчас идет второе оперативное вмешательство. Первое оперативное вмешательство было проделано час назад. Пациент с критической ишемией конечности, которому грозила ампутация. Если не сделать высокотехнологическую медицинскую такое вмешательство оперативное, зашли, соперировали, кровоток восстановлен, сейчас находится в палате интенсивной терапии. Наши коллеги абхазские с российскими коллегами совместно оперировали пациента, операция прошла успешно. В первую очередь хочу поздравить коллег, поблагодарить за ту работу, которая проведена. Каждый из нас прекрасно понимает цена спасенной жизни, и мы очень давно ждали создания таких условий в Абхазии, когда мы могли бы оперативно принять решение по экстренной госпитализации. Я уверен, что это спасет жизни многих сотен наших соотечественников. Это очень важная работа. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших российских коллег за поддержку. Безусловно, слова благодарности Сергею Владимировичу Киренко, когда мы вышли с предложением, с просьбой оказать поддержку по ангиографу, по очень дорогостоящему аппарату, который мы давно мечтали реализовать и иметь в нашей республиканской больнице. Он поддержал этот проект, и спустя несколько месяцев мы можем с гордостью отметить, что такого рода центр у нас открыт. Благодарю Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Мы в этом году на создание этих условий незапланированных бюджетных средств направили порядка более чем 70 миллионов, понимая, что это очень важный проект, который мы реализовываем. Так что с Богом, здоровья нашим гражданам, благодарность медикам. И я уверен, что мы сделали очень хорошее, доброе дело, которое обязательно скажется на здоровье наших граждан. Спасибо вам огромное. Можно, Спасибо. Бадр Зуравович, еще пару слов сказать, лично поблагодарить вас. Все вы знаете, какое участие Бадр Зуравович принимал вообще в становлении этого проекта. Огромное вам спасибо. Вы дали совершенно другой толчок, импульс, чтобы это все реализовалось. Сергею Владимировичу отдельное персональное спасибо. И еще хотел поблагодарить моего коллегу Михаила Ильича Мурашко, который неоднократно приезжал, контролировал, все это дело держал на контроле. Вот сегодня специалисты Минздрава России находятся в Чазовский центр и присутствуют коллеги, уже делают вторую операцию. И еще отдельное спасибо нашим коллегам-строителям, которые без них, наверное, ничего не получилось бы. Президент проведал первого прооперированного пациента. Глава государства поинтересовался его самочувствием и пожелал скорейшего выздоровления. Спасибо всем, кто принимал здоровое участие. Я благодарю всех. Медицина особо у нас нормальная, на высшем уровне. И старанием нашего правительства создать такую медицину, это не везде могут. Вот у нас есть настоящая медицина.
Ну, за это благодарить не надо, это ответственность и обязанность государства. Действительно, это очень важный скачок для нашей медицины. И самое главное, ты, когда видишь здоровых, жизнерадостных пациентов, это самое главное, наверное, и для медиков, и для всех нас. Так что это самая большая благодарность. Конечно же, без профессионалов мы ничего реализовать не смогли бы. Благодарю вас за коллегию. Подготовлены наши персоналы тоже очень хорошо. Да. Я так думаю, что они опыт и добрали, и лучше идет дело. Желаю вам здоровья, бодрости духа. Спасибо, удачи вам, здоровья вам. Всего доброго.